разгневанной толпе кидают обглоданную кость, и люди радуются этому, как некому торжеству справедливости. Здравствуйте! 9 мая 1982 года. Обычная дача, обычная семья собралась все вместе, чтобы отметить праздник. В красном спортивном костюме улыбающийся мужчина средних лет, глава семейства, безумно счастлив находиться в окружении своих детей и внуков. Это директор Елисеевского гастронома Юрий Соколов, и это последний семейный праздник в его жизни. Через 5 месяцев Соколов будет арестован, а еще через 2 года его лишат жизни по приговору суда за взятки, которые он собирал со своих подчиненных и раздавал чиновникам. Вот только статья эта, даже в те времена, была совершенно не расстрельная. В тюрьму сажали, безусловно, но такие приговоры не выносили. Истинная подоплека произошедшего кроется совершенно не во взятках, а возможно, он просто слишком много знал. Дефицит. Это слово в Советском Союзе знали даже дети. К началу 1980-х годов уже 3 поколения советских граждан выросло в условиях тотальнейшего дефицита. Люди почти треть своей жизни проводили в очередях. Очередь была буквально на все. На квартиры, на машины, на мебельные гарнитуры, на чайные сервизы. Очередь за импортной обувью и трикотажными изделиями, трусами, например. Но самое интересное – это очередь за базовыми продуктами. Очередь за сыром, мясом, колбасой и зеленым горошком. В очередях стояли не только взрослые, но и дети, даже самые маленькие, были вынуждены часами стоять в любую погоду вместе с родителями в километровых очередях, чтобы вся семья могла купить совершенно обычные вещи, которые сейчас просто лежат в изобилии на полках супермаркетов и магазинов. Ведь тогда товар отпускался по 1-2 штуки в одни руки, а дети, стоящие со своими родителями, тоже считались. Вот если, например, пойдет в магазин только папа, то он сможет купить 1 килограмм сахара или масла или чего-либо еще в одни руки. А вот если пойдет в магазин вся семья, то есть мама, папа и 2 детей, то они уже могли купить 4 килограмма того же масла, например. И покупали, и сроки годности – это было то, что волновало советских людей меньше всего на свете. Ведь непонятно, когда нужный товар появится в магазине в следующий раз. О том, что если пожарить докторскую колбасу, это тоже будет вкусно, узнали именно потому, что немного подпорченные продукты не выбрасывали, точнее выбрасывали, но очень редко. И только если это уже вообще невозможно было есть. Хотя даже в такие моменты пытались обжарить или провести какую-нибудь другую термообработку, потому что жалко было выбрасывать даже подпорченный дефицитный товар. Кстати, не было и такого, что пропустите женщину с ребенком в очереди. Это миф, ведь если пропустить кого-то, то ты сам можешь остаться без какого-либо базового товара на неопределенное количество времени. Потому что, стоя в очереди часами, не было совершенно никакой гарантии, что тебе хватит и товар не закончится раньше. Это действительно была такая некая ежедневная борьба за необходимое, базовое. Сейчас, конечно, забавно звучит, но тогда люди даже особо не уточняли, зачем конкретно очередь собралась. Если очередь, значит, завезли что-то, выкинули, как тогда говорили. Теперь только оставалось урвать товар. Это тоже был такой сленг. И у моей мамы, например, был договор с ее подругами, что если кому-то удается встать в очередь, неважно какую, совершенно неважно зачем, то они пытаются купить сразу на 3. И вот однажды она стала в такую очередь, она так и не поняла, что конкретно выбросили в продажу, никто тогда особо и не уточнял.
Но когда она таки через несколько часов дошла до продавцов, ей сообщили, что не более 3 в одни руки. Есть светлый и темный. Уточнять, что за товар, времени не было, ибо очередь была огромная. Но в мгновение, здраво рассудив, что одна подруга более смуглая, а она и вторая светленькие, очередь была в промтоварном магазине, она купила одну темную и 2 светлых. Ей запаковали это, как сейчас бы сказали, в крафтовую бумагу. На самом деле тогда только в бумагу и упаковывали товар. А когда они собрались с подругами, чтобы распаковать это, прям как настоящий киндер-сюрприз, то узнали с удивлением для себя, что это была рассыпчатая пудра для лица. Они были счастливы. Кстати, про очередь на трусы, о которой я упомянула чуть раньше, это тоже совсем не шутка. Несколькими годами позже я помню, как мама выменила трусы на колбасу. Тоже звучит, конечно, сейчас забавно, но дело было так. Это были времена уже, когда товар отпускался только по талонам. То есть, чтобы купить какой-то продукт или одежду, нужно было, чтобы у тебя был такой специальный талон, который могли выдать, например, на предприятии или по месту прописки и так далее. Талонами тогда занимались специальные распределительные комиссии. Так вот, моя мама в те времена состояла в распределительной комиссии промтоварного магазина. А рядом с этим магазином находился гастроном. В промтоварный тогда завезли трусы, а в соседнем гастрономе тоже был завоз, и туда завезли колбасу. И узнав о трусах, к маме подошла женщина, которая также состояла в распределительной комиссии, но уже гастронома, и попросила, чтобы как-нибудь получить талончик на эти трусы, потому что у нее уже ни одних целок, без дырок и без латок просто не осталось. А поскольку ей нужно было предложить что-то взамен моей маме, то она предложила по блату талончик на колбасу. Я до сих пор помню этот разговор. Выглядело реально как сделка 2 каких-то таких мощных крупных монополий. 2 взрослых женщины с абсолютно серьезными лицами, без тени сарказма, меняют колбасу на трусы. Обмен состоялся, был полностью равнозначный. Женщина из гастронома была с новыми трусами, а мы с целым килограммом докторской колбасы, и все были довольны столь выгодной сделкой. Для тех, кто не застал эти времена, я хотела бы сейчас уточнить, что это талоны, это была не скидка и невозможность получить что-то бесплатно. Это было некое разрешение купить товар по полной цене за свои собственные деньги. Без этого талона товар просто в магазине бы не продали. Точно так же, как и эти километровые длиннющие очереди были не за акционными и скидочными товарами. Это была вообще единственная возможность купить товар. Не успел? Что ж, останешься без сахара, масла, колбасы или туалетной бумаги. Встал в очередь и купил что-то, то, что тебе сейчас не нужно, тоже не проблема. Всегда можно обменять у друзей или коллег по работе на что-то, что у них есть, но в данный момент нужно тебе. Это сложно сейчас представить, но так работала система. Это не было связано с голодом во всем мире или еще с какими-либо глобальными катаклизмами. Например, в США или Европе в те же самые времена были супермаркеты, где было изобилие еды, и любая одежда и бытовая техника в свободной продаже и доступная для всех категорий населения. Никто и не слышал, конечно же, ни про какие талоны или очереди и так далее. Так работала только советская система. В период брежневского застоя, например, даже знаменитая книга советская о вкусной и здоровой пище демонстрировала больше изобилия, чем полки магазина. Все города в СССР делились на категории обеспечения, то есть количество завозимых товаров в магазины. Например, лучше всего снабжалась Москва, далее шли Балтийские республики, Литва, Латвия, Эстония. И далее уже по убывающей в каждую республику распределялось так все меньше и меньше. Подобный дефицит взялся, конечно, тоже не из воздуха. Это было порождением жестко централизованной плановой экономики. То есть заводы и фабрики работали, но производили товар
ориентируясь не на рыночный спрос, а на спущенный из Москвы государственный план. Представьте, целые научно-исследовательские институты просчитывали, сколько нужно съесть советскому человеку хлеба, мяса, овощей, сколько сносить за год носков, лифчиков и трусов. И только исходя из этих расчетов планировалось вообще любое производство. Распределением товаров по городам, поселкам и даже отдельным магазинам тоже занимались государственные чиновники. В результате склады торговых баз и полки магазинов были забиты просто никому не нужными низкокачественными вещами. Что-то модное или импортное можно было купить, лишь по знакомству. Тогда говорили достать по блату, или еще можно было втридорого на черном рынке у спекулянтов. Конечно, такого термина, как черный рынок, тогда не существовало, а существовали такие толкучие рынки, которые в народе именовались толчки или толкучки. Это было нечто похожее на современные блошиные рынки, и там у спекулянтов можно было действительно купить все, начиная от одежды и заканчивая какой-то мелкой бытовой техникой. Но это стоило дорого. В советских магазинах же заявки торговли по многим позициям из года в год не удовлетворялись. И когда возникали проблемы, почему у нас нет товаров, почему не хватает, говорили, это такие торговцы, они сознательно создают обстановку такую, специально припрятывают товары, чтобы продавать потом из черного хода по завышенным ценам и так далее. Отчасти это правда, но если бы не было дефицита и все товары были бы в изобилии, как, например, сейчас, то и потребности в таких схемах тоже, конечно, не было бы. Потому что за продажу товаров черного хода можно было отправиться за решетку на вполне себе реальный срок. И если бы товаров было много, то разве стоило бы рисковать из-за колбасы или зеленого горошка вот так вот сильно? Но, как ни странно, у людей всегда была потребность вкусно кушать и красиво одеваться, а потому искали дружбу любую с работниками торговли, предлагая им взамен какие-то свои услуги. И принцип «ты мне, я тебе» связывал советских граждан, независимо вообще от их статуса и профессии, такими некими преступными узами. Считалось, что для того, чтобы нормально жить, в каждой семье должен был быть хотя бы один работник вот какой-то такой дефицитной профессии. Например, продавец или электрик считались более значимыми, чем работник какого-то научно-исследовательского института, потому что вот только путем такого натурального обмена можно было достичь определенного равенства. То есть электрик починит дома у продавца, например, проводку. За это продавец мог рассчитаться майонезом, колбасой и зеленым горошком. То же самое было и с врачами, и с сантехниками, и портными, и так далее. Тогда в этом не было ничего совершенно стыдного, потому что это был один из немногих способов удовлетворить свои такие вот нормальные, базовые человеческие потребности. С конца 1960-х годов начальник Главного управления торговли Мосгорисполкома, влиятельнейший столичный руководитель Николай Петрович Трегубов начинает пробивать просто гигантские поставки, объемы поставок для Москвы. Товары приходят, но на прилавках практически не появляются. Они словно исчезают в такой некой черной дыре. Если приоткрыть на мгновение эту нарнию, то мы с легкостью выясним, что инструкции и правила тех времен открывали буквально широчайшие возможности не только для столицы, но и вообще для любого продуктового гастронома. Например, мясо или птицу в морозильниках несколько раз обливали водой. В результате покупатель, конечно же, платил не только за мясо, но и за несколько слоев льда. Обвешивали также при помощи облегченных, подпиленных особым образом гирь. Еще был классический способ пересортиции, когда апельсины, например, покрупнее заменяли теми, что помельче и подешевле, конечно же, без изменения цены.
Подсобки больших универсамов и даже маленьких гастрономов действительно становились черной дырой для товаров народного потребления, а для представителей советской торговли возможностью накопить и выгодно реализовать излишки. За такую валюту, как дефицитный товар, в Советском Союзе можно было приобрести все и даже власть. Вот только, конечно, никто не отдал эту власть рядовому директору магазина или продавцу. Ведь поставками в гастрономы и универсамы занимались не директора, а распределяли чиновники Главного управления торговли. Вот в их-то руках и была сосредоточена городская и даже областная власть. Директора магазинов, как участники этой схемы, конечно, тоже жили хорошо, но официальными бенефициарами сверхдоходов с товарооборота были вот именно чиновники. Особой популярностью в Союзе тогда пользовались так называемые внеразрядные гастрономы и рестораны. Я сейчас объясню. Дело в том, что в зависимости от места расположения, технической оснащенности и условий работы все предприятия делились на первую, вторую, третью категории и внеразрядные. Внеразрядные, или по-другому их называли предприятия высшего разряда, утверждались исключительно чиновниками управления торговлей. Разряды предприятиям присваивали в зависимости от их фактического товарооборота. То есть чем больше товарооборот, тем выше был разряд. Проще говоря, разряд гастроному или универсаму давали те же самые люди, которые и распределяли количество товара, который поставлялся в магазин. Соответственно, чем больше товара поставили и продали, тем больше получался товарооборот. И таким образом выходил вот этот некий замкнутый круг. Чиновникам просто невыгодно было распределять много дефицитных продуктов во все гастрономы. Проще и легче контролировать, если выбрать 1-2 магазина и распределять все туда. При этом спокойно получать свои дивиденды со сверхдохода. Это очередная причина, почему были пустые полки. Схема идеальна и практически безопасна для чиновников. Всем, в том числе и свободой, в большей степени рискует директор магазина. Ведь именно он занимается вот этим обвесом, пересортицей и другими махинациями. Чиновникам лишь остается раз в месяц получать толстые увесистые конверты от директоров магазина. Мог ли отказаться от подобного заманчивого предложения сам директор гастронома или универсама? Ну, так-то, конечно, мог, но на любого честного всегда можно повесить недостачу и опять-таки отправить в места не столь отдаленные, потому что это дело подсудное тогда было, и такие примеры реально были. Но я хочу уточнить, что здесь нельзя полностью обелять директоров и говорить, что они все так сопротивлялись, а их якобы заставляли. Нет, они тоже жили достаточно хорошо. Здесь важно просто понять, что наибольшую выгоду с этих схем, а речь идет о десятках тысяч советских рублей. И вот наибольшую выгоду получали именно чиновники. И это при том, что средняя зарплата советского гражданина тогда была около 150 рублей. Лучшим внеразрядным магазином Москвы считался Елисеевский. Гастроном непростой. Расположенный в 10 минутах от Кремля, имевший историю еще с дореволюционных времен, когда успешный предприниматель Георгий Елисеев открыл магазин для людей своего круга. Это были те времена, когда вся купеческая Москва жила на широкую ногу, потому что была очень хорошая торговля и с Европой, и с Азией. Григорий Елисеев тогда полностью изменил представление о том, как может и должен выглядеть продуктовый магазин. И это не просто какая-то лавка или тем более рынок, где могли ограбить или обвесить. Это был настоящий дворец изобилия. Здесь роскошно было вот буквально все. И сами продукты, и интерьеры, которые вполне соответствовали дворцу, а не магазину. Так что даже самым богатым и знатным горожанам не зазорно было сюда прийти лично, а не отправлять слугу или приказчика.
На открытие Елисеевского приехали тогда великий князь Сергей Александрович с супругой, гласные, то есть депутаты городской думы, высокое духовенство. Был здесь винодел Голицын, писатель и хроникер Гелеровский, гостей развлекал цыганский хор. Словом, дорого-богато. Но потом Первая мировая, дальше революция, и, свергнув старый режим, большевики просто-напросто закрыли этот магазин. Однако с началом НЭПа Елисеевский заработал вновь, но уже под вывеской «Гастроном номер 1». Из-за места расположения этот гастроном был особенно посещаем иностранцами, театральной богемой, чиновниками и их родственниками, соответственно. Проще говоря, новая советская аристократия. Это были те люди, для которых дачи, дачные поселки строились со всеми удобствами. Тут не было никакого этого революционного аскетизма. Аскетизм был для народа, для тех, кто верил в строительство коммунизма и в то, что все будет, но позже. Для богемы и элиты же все было здесь и сейчас. Светлое будущее им ждать не нужно было. На прилавках Елисеевского лежало все то, что невозможно было купить ни в одном светском магазине. То, ради чего народ был готов ехать за сотни километров и часами стоять в очереди. Мясо, вареные колбасы, сыры разных сортов. Все свежее и хорошего качества. Елисеевский казался символом благополучия в стране дефицита. Но даже здесь невозможно было в открытой продаже купить многое из того, что относилось к товарам повышенного спроса. Разные деликатесы, копченые колбасы, булки, хорошую рыбу, икру и вообще многое-многое другое, все это предназначалось для стола заказов. Официально стол заказов Елисеевского обслуживал десяток московских предприятий, ветеранов района, театры и также органы московской власти и Министерства внутренних дел СССР. И по праздникам продуктовые наборы действительно распределялись по предприятиям. Но это было по большим праздникам. Конечно же, магазин с таким месторасположением не мог обслуживать только ветеранов и рабочих. Очень часто около Елисеевского останавливались служебные «Волги», жены и родственники высокопоставленных чиновников проходили прямиком к кабинету директора гастронома и вскоре возвращались к своим машинам, груженные коробками и пакетами с различным дефицитом. Этим счастливчикам, конечно же, не обязательно было ждать праздников. Черный ход гастронома номер 1 был открыт для них в любое время. Для понимания уровня приходящих туда людей скажу, что в материалах уголовного дела позже будет проходить как свидетель Галина Брежнева, дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Причем она будет проходить по документам как неустановленное следствием лицо. Ну, это понятно с таким именем. То есть вот такие люди отоваривались в гастрономе номер 1. Директором Елисеевского тогда был некий Юрий Соколов. Точнее, как некий, это тот самый мужчина средних лет в красном спортивном костюме из начала нашей истории. Дружить с ним мечтали многие. Дипломаты и генералы, звезды эстрады и светила науки предлагали ему свои услуги. Но мы же помним с вами историю про трусы, и что тогда это было не стыдно на любом уровне. А именно для того, чтобы получить какие-то дефицитные продукты, нужно было сделать что-то или дать что-то взамен. Хоть это и грустно, что люди просто, чтобы получить хорошую еду, то есть удовлетворить свою совершенно базовую потребность, проворачивали целые схемы. Но именно так это и работало тогда. Соколов этими связями не злоупотреблял, но знакомство старался поддерживать. Принцип «ты мне, я тебе» связывал его с людьми из самого высокого общества. И это было полезно для всех. Например, дружба с министром внутренних дел Щелоковым и его замом Чурбановым позволяла не иметь проблем с проверками по линии правоохранительных органов. Дружба с главным
врачом Москвы обеспечивала возможность лечения в лучших больницах и получения самых дефицитных лекарств. Начальник ГАИ выручал магазины от проблем со служебным транспортом. Знаменитые артисты страны обеспечивали билеты на лучшие спектакли и даже каждый праздник делали выездные концерты прямо в Елисеевском. Мог ли директор Елисеевского быть вне этой системы? Но немного ранее мы с вами уже это обсудили. И даже если бы он хотел отказаться от этой схемы, никто не дал бы ему это сделать. Но совсем не факт, что самого Соколова здесь что-то не устраивало. Он ведь тоже при этом жил хорошо, на порядок выше, чем простые советские граждане. Благодаря такой лояльности Юрию Соколову разрешали многое. Он смог даже добиться того, чтобы в Елисеевском установили импортные холодильники. Почему это было так важно? Ответ на поверхности. Это позволяло увеличить доходы черной кассы. И сейчас объясню. Во всех гастрономах, понятное дело, существуют холодильники, где лежат сыры, мясо, колбаса и другие скоропортящиеся продукты. В холодильниках советского производства эти продукты по нормам могли храниться не более 2 суток. Далее они начинали портиться, причем они реально портились, холодильники не очень хорошие, и их списывали. В Елисеевске же установили финские холодильники, где продукты могли находиться 2 недели. Но по документам замена оборудования на импортное не прошла. Оформили как замену на такие же советские холодильники взамен вышедших из строя. Соответственно, через 2 дня все, что лежало в этих холодильниках, можно было списывать и утилизировать. Конечно, все списывалось, но никто ничего не утилизировал. Таким образом, финские холодильники в Елисеевском – это буквально пример того, как списанные продукты приносили живые деньги. И за 20 лет своей работы в магазине, из которых 10 Юрий Соколов отработал замом и 10 директором, он досконально изучил тайные пружины социалистической системы распределения поставок. Он четко знал, кому, сколько, когда нужно нести конверты. Соответственно, круговая порука поддерживалась. Дефицитные продукты потоком шли в гастроном номер 1, обеспечивая всему коллективу магазина вполне достойную по тем временам жизнь. От покупателей и нужных людей не было отбоя. У этой кормушки кормилась вся столичная партийная элита. Аппетиты чиновников росли, много никогда не бывает, всегда бывает мало. Соответственно, и предприимчивый директор совершенствовал систему торговли и хранения товаров. Отсюда же и взялась идея с финскими холодильниками. У него ничего не сгнивало, ничего не портилось. Товарооборот рос фантастическими темпами. Магазин постоянно перевыполнял план, а значит, хорошо было всем. У сотрудников магазина всегда были высокие зарплаты и премии. Они не имели проблем ни с путевками для детей, ни с жильем, ни с лечением. Соколов и дефицит решали буквально все проблемы. Оборот гастронома номер 1 был поднят с 30 до 90 миллионов советских рублей в год. И это только официальные деньги без учета черной кассы. Заведующие отделов и директора филиалов сдавали Юрию Константиновичу все неучтенные деньги. В Елисеевском и его филиалах они ежемесячно скапливались в огромных суммах. Все неучтенные приходы и расходы директор заносил в толстую тетрадь разобрать записи, в которые мог только он один. Именно так работала черная бухгалтерия гастронома. Подчиненные Соколова понимали, что собранные деньги – это не для кармана директора, а определенная дань, которую директор повезет в Мосторг и по другим инстанциям. Мосторг или просто торг, тогда так называли управление торговлей Московского горосполкома, возглавлял Николай Трегубов. Его назначил на этот пост сам Виктор Васильевич Гришин, первый секретарь Московского горкома КПСС.
В узких кругах его тогда называли хозяином Москвы. Трегубов считался его человеком, от торга зависело многое. Именно здесь назначались директора магазинов, утверждались годовые планы и распределялись фонды. Иными словами, решалось, кому, чего и сколько дать. Соответственно, директора столичных магазинов все сверхдоходы заносили именно туда. О том, что происходит в советской торговле, прекрасно знали все контролирующие инстанции и правоохранительные органы тоже. Иногда устраивались показательные проверки, кого-то привлекали к уголовной ответственности, ограничиваясь преимущественно продавцами или директорами каких-то мелких магазинов. Елисеевский не трогали никогда, и это понятно, потому что никто не будет лишать себя дойной коровы, которая приносит нигде не учтенные наличные деньги сотнями тысяч в год. Я напомню, что зарплата среднего гражданина тогда была в районе 150 рублей, а тут сотни тысяч. И жили бы они себе, так жили и не тужили, если бы в начале 1980-х годов не поплохело генсеку Брежневу. Итак, шел 1982 год. Престарелый генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев угасает буквально с каждым днем. Он уже не управляет страной и вообще с трудом понимает происходящее вокруг. Члены Политбюро оберегают его от всяческих потрясений и сами потихоньку управляют страной, избегая принятия серьезных решений. И если генерального не станет, возникает вопрос, кто возглавит страну. Назначались-то новые генсеки строго по иерархии, но проблема была в том, что, например, второй секретарь Суслов сам тяжело болен, в таком же состоянии Черненко. Это открывало широчайшие возможности для различных кадровых вариантов. Когда внезапно все-таки покинул этот мир на тот момент самый могущественный человек в партии Михаил Андреевич Суслов, к изумлению и неудовольствию старых членов Политбюро, Брежнев предложил освободившееся место второго секретаря Юрию Андропову. Старую плеяду партийной верхушки этот выбор, конечно, весьма обеспокоил. Бывший шеф КГБ был слишком могущественным, слишком информированным. Если Андропов придет к власти после Брежнева, то кадровых перестановок было не избежать. Кто-то отправится в отставку, а кто-то может и реально в тюрьму сесть. Чиновники засуетились не зря. Вскоре после нового назначения Андропов неожиданно поднимает в ЦК вопрос о плохом снабжении Москвы овощами и фруктами. Дескать, столичные торговые организации умышленно не берут скоропортящиеся продукты на реализацию, а горком якобы при этом бездействует. Первый секретарь Гришин вынужден оправдываться. В сердцах он произносит: нельзя же до такой степени не доверять городскому комитету партии, чтобы вопрос об огурцах решался в Политбюро. Но на самом деле огурцы здесь были ни при чем. На простом и понятном примере Андропов давал понять всем, что нынешний состав московского горкома партии его не устраивает, и в торговле грядут большие перемены. Андропов действительно с первых же дней на посту второго секретаря тихо и почти незаметно стал готовить себе поле для новой большой игры. Он замыслил проведение экономических реформ и масштабную борьбу с коррупцией. Для этого ему нужна была команда своих людей в высших эшелонах партийной власти. Но сделать это было совсем непросто. Старый консервативный состав Политбюро ЦК КПСС просто так с властью расставаться, конечно же, не собирался. Для отставки каждого из них нужны были веские доводы. Но Андропов КГБшник, он был мастером такой вот тайной подковерной игры. Разработка столичной мафии началась в августе 1982. Формально Комитет госбезопасности не имел права заниматься делами о коррупции в торговле. Но в этот момент происходят ключевые важные события.
За валютные операции задерживают некого Авилова, директора магазина Внешпосылторга, проще говоря, магазина для иностранцев «Березка», а вместе с ним и его жену, потому что при обыске валюту нашли прямо у них дома. Уточню, что советским гражданам запрещено было иметь дело с любой иностранной валютой. Жена Авилова тоже была женщиной непростой и работала заместителем директора Елисеевского гастронома, того самого Юрия Соколова. Ведомство Андропова, то есть КГБ, прекрасно знало, что к валютным операциям Соколов совершенно не причастен. Но валюта была основанием, чтобы следствие по делу директора Елисеевского вело именно КГБ, а не городская милиция, руководители которой сами отоваривались в гастрономе номер 1 и хорошо знали Юрия Соколова. Если бы дело не привязали к валюте, то расследованием в КГБ не могли бы заниматься, потому что это было не в их компетенции. Почему им так важно было это дело? Здесь тоже все до банальности просто. В комитете понимали, что если дернуть за ниточку Соколова, то раскрутится клубок всей столичной партийной элиты, что, конечно же, облегчит приход Андропова к власти. За операцией с валютой в то время была расстрельная статья, то есть ситуация для семьи Авиловых серьезнее некуда. Таким образом, арестованная сотрудница Елисеевского в обмен на жизнь для себя и мужа дала показания на Соколова. 30 сентября 1982 года, чуть более чем за месяц до прихода к власти Андропова, Юрия Соколова арестовали прямо на рабочем месте. Арестовали демонстративно, показательно. Могли вывести через черный ход, но подчеркнуто в наручниках провели через весь магазин. В комитетскую машину его усадили прямо у стеклянных дверей главного входа в Елисеевский. Арест был громкий, но простые горожане не ведали об истинных причинах ареста Соколова. Многие думали, проворовался, вот так надо с каждым, а еще и руки за воровство нужно, как в старину, отрубать. Как же все-таки легко обмануть нас, людей. Случись подобная ситуация сейчас не обязательно с директором магазина, а даже с любым из чиновников. Реакция публики была бы точно такая же. И да, с коррупцией, конечно, нужно бороться. Но часто получается так, что разгневанной толпе кидают обглоданную кость, и люди радуются этому, как некому торжеству справедливости. А по итогу получается, что народный гнев выпущен, люди успокоились и все вернулось на круги своя. Вот вам недавний пример, хоть к коррупции и не очень относится, но так работает любое резонансное дело. Насколько изменилось отношение к женщинам после того, как осудили Бишумбаева? Закон приняли, а дальше что изменилось? Точно так же и с арестом директора одного гастронома товары на полках советских магазинов, конечно же, не появились. Толпа ликовала, а борьба за власть, о которой простые люди ни сном, ни духом, продолжилась. Конечно, чиновники понимали, что удар по Соколову – это удар не просто по городской торговле, это прежде всего удар по первому секретарю Московского горкома КПСС Виктору Гришину, который долгие годы был доверенным лицом самого генсека Леонида Ильича Брежнева. Андропову было важно, чтобы этот сигнал правильно поняли адресаты в Московском горкоме партии. Сигнал простой: Гришин не вечен, и Андропов своего добился. В окружении Гришина по-настоящему началась паника. Напомню, все эти события происходили, когда стало окончательно ясно, что Брежнев уже плох и ему осталось недолго. Генеральный секретарь был еще жив, но за право занять его место началась настоящая схватка. Итак, с одной стороны получилась группа чиновников высшего ранга Виктора Гришина, а с другой стороны бывший председатель КГБ Юрий Андропов, который опирался в первую очередь на силовиков. В действительности показания Соколова могли решить многие задачи, но
директор Елисеевского первые недели после ареста на допросах просто молчал. Он понимал, какие люди завязаны в этой схеме, и ждал каких-то действий с их стороны. Осознание того, что он попал не в матросскую тишину, а в Лефортово, следственный изолятор КГБ, не добавляло оптимизма, и Юрий Соколов начал осознавать, что он просто попал между двух огней, и отсюда его уже никто не вытащит, компетенция не та. Между тем, глава государства доживал последние дни. Его все реже показывали по телевизору, Андропов набирал силы. 7 ноября Брежнев последний раз принял парад на Красной площади. 10 ноября же, после 18 лет правления, он ушел из жизни в своей постели. К власти пришел Андропов. В Политбюро и ЦК КПСС сразу же начались кадровые перестановки. Выдвиженец Брежнева, министр МВД Щелоков, которого Андропов не иначе как жуликом и проходимцем не считал, был отодвинут с должности. Высший аппарат МВД укреплен кадрами из госбезопасности. В КГБ было создано специальное управление, занимающееся сбором материалов о коррумпированных руководителях страны всех уровней. Уход из жизни Брежнева стал для Юрия Соколова переломным моментом. Теперь директор гастронома номер 1 окончательно понял, ему никто не поможет. Те, на кого он мог раньше рассчитывать, не могли повлиять на следствие в КГБ. При этом чекистам было важно, чтобы Соколов начал давать показания на чиновников, от которых хотел, соответственно, избавиться Андропов. КГБ предлагает ему сделку. Он дает все необходимые показания на интересующих их лиц, а ему обещают 5-6 лет тюрьмы. Это выгодное предложение, учитывая, что статья о даче взятки номер 174 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала лишение свободы до 15 лет. Еще более заманчивым звучало то, что в этой статье также имелось примечание, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки, или если это лицо после взятки добровольно заявило о случившемся. То есть и 5-6 лет тоже могло и не быть. Хотя Соколов и не отрицал своей вины, и отсидеть положенный срок был готов, понимал, что виновен. Адвокат Соколова убеждал его, чтобы он не делал этого ни в коем случае, не давал показания. Слишком уж влиятельные люди были замешаны в этой истории, и что он просто не выйдет живым из тюрьмы. Но через 2 месяца после ареста 20 декабря 1982 года Соколов заговорил. Это было чистосердечное признание, подробное, на 20 страницах. Он сдал всех, назвал такие имена, которые люди между собой произносили шепотом. Ошеломляющие цифры, сотни тысяч рублей взяток были розданы в Мосторге и других ведомствах. При обыске на даче Соколова нашли огромные суммы. 67 тысяч были спрятаны в старом молочном бидоне. Соколов сам указал на тайник. По тем временам этих денег хватило бы на покупку 10 новеньких «Жигулей». Но директор Елисеевского пояснил, эти деньги приготовлены для работников главторга. От Соколова потянулась ниточка к ответственным работникам Мосгорисполкома. В деле всплыли фамилии не только столичных чиновников городского управления, но и людей из самой верхушки партии. Давая показания, директор гастронома номер 1 не понимал, что чем больше он говорит, тем глубже себя закапывает. Соколов не осознавал, что ветер перемен может подуть неожиданно и стремительно, и тем самым он подпишет себе приговор. Он безраздельно поверил чекистам.
По показаниям Соколова успели арестовать много чиновников из Мосторга. Но тут происходит неожиданное. 30 сентября 1983 года Андропову резко стало плохо со здоровьем. С этого дня он больше не поднимется с больничной койки. К концу октября он уже не мог руководить ни Политбюро, ни Верховным Советом СССР. И уж тем более его не интересовала судьба маленького директора одного из тысяч советских гастрономов. КГБ это дело тоже перестало интересовать, ведь Андропову на тот момент было совсем не до власти. Но Соколов уже успел наговорить слишком много. В октябре того же года дело по обвинению директора Елисеевского гастронома и его 4 заместителей по статьям 174 и 173 УК РСФСР «Дача и получение взяток» было передано для рассмотрения в Верховный суд. До сих пор неизвестно, кто именно распорядился разбирать дело Соколова в Верховном суде РСФСР. Рассматривать дело там было грубейшим нарушением. Существовал специальный перечень статей, которые тогда мог рассматривать Верховный суд, и дела о даче и получении взяток в этот перечень не входили от слова совсем. В истории советской власти это был первый и единственный случай, когда Верховный суд взялся рассматривать уголовное дело о взятках обыкновенного директора магазина. Для подсудимого же это означало, что вынесенный приговор будет окончательным. В судьбу Юрия Соколова вмешалась чья-то могущественная рука, восставшая буквально из пепла во время болезни Андропова. Примечательно, что всех других директоров магазинов судили районные суды. Дело руководителей московского торга, которые были рангом значительно выше Соколова и по данным КГБ получали взятки со 100 магазинов, тоже рассматривал городской суд, но никак не Верховный. Соколов еще надеялся на справедливый приговор и на то, что чекисты сдержат свое обещание, ведь он дал показания, помогал следствию, назвал все имена и суммы, и к тому же бывший фронтовик имеет боевые награды, но директор гастронома номер 1 был уже чекистам просто неинтересен. В статье, по которой его судили, была интересная приписка: при особых обстоятельствах расстрел. Разъяснений, что это за особые обстоятельства, в законе не было. И это и была лазейка для устранения тех, кто слишком много знал и много говорил. Ни о каких 5-6 годах заключения речи, конечно, уже не шло. В 1984 году бывшего директора Елисеевского гастронома, 60-летнего Юрия Соколова, расстреляли. Все близко знавшие его были шокированы таким исходом, потому что, с одной стороны, никто не верил в то, что приговор доведут до конца. Думали все, что так хотят просто напугать его за длинный язык и заодно создать такой некий прецедент для других, которые захотят заговорить. С другой стороны, все понимали, что ни Соколов, ни даже сам Трегубов не находятся вверху той лестницы, по которой взбирались следователи. А имен, которые нигде так и не всплыли, он назвал очень много. Невозможно было такие финансовые обороты проворачивать только на уровне городского управления. Баснословных богатств у директора гастронома тоже так и не нашли. Жил он, конечно, хорошо, но роскоши никакой не было. Когда у семьи Соколовых конфисковали имущество, оказалось, что отдыхали они на государственной даче на 4 семьи. Была не очень новая машина Fiat, еще несколько тысяч рублей на сберкнижках и столько же наличными, мебель хорошая и еще кое-какие золотые украшения. Ни антиквариата, ни картин, ни хрусталя, ни сотен тысяч наличных под матрасом у них тоже не было.